Это новости экономики на Якутии-24, в студии Иван Лазаренко. Крупные российские торговые сети планируют ввести дополнительные скидки для клиентов, которые используют систему быстрых платежей Банка России. Об этом заявили в Озон, Wildberries, Связном и группе Видео Эльдорадо. Например, Wildberries при оплате заказов по QR-коду с помощью системы быстрых платежей клиенты смогут получить кэшбэк до 10%, а максимальная скидка может вырасти до 30%. Вместе с тем отмечается, что с точки зрения пользовательского опыта у системы Центробанка есть минус. В ней не реализован механизм возврата покупок, оплаченных по QR-кодам. Ожидается, что массовое развитие платежей от физлиц в адрес магазинов придется на первый квартал 2020 года. Однако скептики отмечают, что оплата QR-кодом требует от пользователя в среднем 5 кликов, что занимает в десятки раз больше времени, чем оплата картой. А также новая система пока не вызывает доверия. Отмечается, что для того, чтобы граждане отказались от удобной, понятной и привычной быстрой оплаты картой или гаджетом, нужна объединенная программа лояльности, которая будет выгодна всем заинтересованным сторонам. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает смягчение условных статей для бизнеса. В частности, в документе предлагается уточнить применение статьи 210 Уголовного кодекса о преступных сообществах в отношении представителей бизнес-структур. Кроме того, предлагается смягчить наказание за невозврат выручки от реализованных товаров или услуг и считать это уголовно наказуемым только в том случае, если предпринимателя уже ранее наказывали за это нарушение в административном порядке. Уточняется, что экспортеры зачастую отказываются в такой ситуации не по своей вине, а из-за санкций. В документе также прописано, что сумму, при которой преступление считается совершенным в крупном и особо крупном размере, необходимо повысить до 100 и 150 миллионов рублей. Соответственно, сейчас порог составляет 9 и 45 миллионов рублей. Минтруд предложил индексировать в 2020 году ряд социальных выплат, в том числе ветеранам и инвалидам, на 3,1%. Будут проиндексированы ежемесячные выплаты героям Советского Союза, героям России, героям соцтруда, героям труда, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников. В увеличенном размере в следующем году начнут получать выплаты люди, пострадавшие из-за Чернобыльской аварии и ядерных испытаний. Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным женам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Со следующего года Минтруд ежегодно будет выделять по 2 миллиарда рублей на повышение квалификации и переобучение женщин в декрете. Деньги будут направляться на эти цели до окончания действия нацпроекта «Демография». Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, средства будут выделяться субъектам из федерального бюджета до окончания действия нацпроекта в 2024 году. Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию. Кроме того, во время ухода за ребенком они часто решают сменить свое призвание и смогут выбрать себе новое занятие по душе. Поэтому ведомство решило оказывать им в этом поддержку. В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на 4%. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба. Цены повысятся 1 июля. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Отмечается, что однократный рост цен на жилищно-коммунальные услуги устанавливает распоряжение Кабинета министров, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. В большинстве регионов он составляет от 3,5% до 4%. Еще в ноябре этого года глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что незаконное повышение тарифов ЖКХ в стране прекращено. По его словам, в России в перспективе появилась возможность снижать цены на коммунальные услуги из-за устранения лазеек в законодательстве. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.